у нас урок географии. Мы продолжаем изучение материков. Как вы уже знаете, мы дошли до самого большого материка земного шара Евразия. Да? Значит, Евразия, как самый большой материк, делится на две части света. Это Европа и Азия, вы знаете. И вот мы на прошлом уроке начали изучать страны Европы. Да? Вот, там достаточно много стран. Вот если вы сюда посмотрите, то снова сама Европа делится на несколько частей. Это Восточная Европа, тут перечислены страны Восточной Европы. Это Западная Европа, зеленым цветом тут дана. Это Южная Европа, да? И Северная Европа, включая вот, остров Исландия. Вот, на прошлом уроке мы говорили о странах Северной Европы. И сейчас немножко повторим, наверное. Да? У вас в конце учебников есть вопросы. Обычно мы отвечаем сначала на эти вопросы. Найдите, пожалуйста, страницу 193. Я буду читать вопрос. Кто знает, поднимите руки и среди вас выберем. Договорились? Первый вопрос. Покажите на карте и составьте описание столиц стран Северной Европы. Пожалуйста, кто готов? Двое только, да? Бадаркина, давайте попробуйте. Столица Рейкьявик. Исландия является островным государством на западе Северной Европы, находится в северной части Атлантики, на севере омывается водами Северного ледовитого океана. Территория Исландии остров площадью 103 тысячи километров в квадрате, а также несколько маленьких островков рядом с ним. Исландия является одной из стран-основательниц НАТО, участником Шенгенского соглашения, не входит в Европейский Союз. О стране. Исландия имеет вулканическое происхождение. Поверхность острова представляет собой лавовое плато. На острове 150 вулканов, из которых 26 являются действующими. Самым активным вулканом назван вулкан Гекла. Это вулкан Трещина, который рассекает вулканический горный хребет. Внутреннее тепло планеты заставляет пульсировать гейзеры, горячие источники. В Исландии находится около 30 крупных гейзеров. Самым активным гейзером назван Строккур, который извергается каждые 10-15 минут. Другие обычно извергаются каждые 2 часа, выбрасывая на поверхность Земли смесь воды и пара. Хорошо, спасибо. Быстренько можете посмотреть сюда. Ребята, столица Исландии. Какой город? Рейкьявик, да? Вот вид тут изображен. Вы можете посмотреть. Дальше. Еще какая страна Северной Европы? Норвегия. Покажите, пожалуйста. Так. Чуть выше, наверное. Вот, Норвегия. Столица какой город? Осло. Осло. Это государство в Северной Европе, находится на западе Скандинавского полуострова, а также на большом количестве мелких островов на архипелаге Шпицберген, островах Медвежья и Гран-Майя, которые находятся в бассейне Северного ледовитого океана. О стране формой правления в Норвегии является конституционная монархия, королем является Харальд V. Норвегия делится на 11 губерний, которые называются Фруки, они делятся на 356 муниципалитетов. Норвегия является участницей НАТО, Шенгенской зоны, Скандинавского паспортного союза. В рейтинге человеческого развития занимает первую строчку с 2001 года. Финляндия столица Финляндия. Так, Осло тоже вы сюда, тут можете увидеть, ребята, этот город, вид этого города. Финляндия столица Хельсинки. Находится на востоке Балтийского моря. Сухопутная граница проходит с Россией на востоке, с Норвегией на севере, а на западе со Швецией. Население Финляндии составляет 5 543 659 человек. Они расселены в основном на юге и в центре страны. Государственные языки финский и шведский. Финляндия является парламентской республикой.
Хорошо, пока хватит, наверное. Вот мы получаем большую информацию. Спасибо, Владимир. Садитесь, пожалуйста. Но время у нас ограничено урока, да? Вы, если внимательно послушали, то, чего нет в книжке, она нашла по интернету и нас ознакомила. Спасибо и за это. Второй вопрос. Нужно сравнить географическое положение Финляндии и Дании. Дальше, если время в Швеции, Норвегии, и сделать вывод. Кто знает, поднимите руки. Уже побольше. Молодцы. Хахутина, пожалуйста. Швеция и Норвегия расположены на скандинавском полуострове. Их территория вытянута с севера на юг. Швеция самая большая по площади и населению страна Северной Европы. Норвегии принадлежит архипелаг Шпицберген и также множество островов у побережья. Финляндия располагается в восточной части Северной Европы, а Дания в ее южной части. Дания находится в умеренном климатическом поясе, а Финляндия и в умеренном, и в субарктическом. Страны Северной Европы имеют сходные природно-климатические условия, что обусловлено близким географическим положением. Хорошо, спасибо. Давайте быстро сюда и покажи эти страны. Чуть-чуть своими словами скажи про географическое положение этих стран. Вот указка. Сравни их, пожалуйста, Финляндию и Данию покороче. Вот Финляндия. Вот Дания там нет. Вот там Дания с цифрой 6 обозначена. Это страна, да? Видно? Вот Дания, вот тут, да? Вот, столица Копенгаген. Вот их географическое положение. Как отличается их географское положение или нет? Их географическое положение практически одинаковое, из-за чего у них и схож климат. Так, хорошо. Но какая страна находится южнее? Дания, да? Не совсем, наверное, схожий климат все-таки, да? Ну ладно, спасибо, садитесь. И еще один вопрос, если успеем, ребята. Это третий вопрос, посмотрите в своих учебниках. Перечислите отрасли хозяйства, которые наиболее развиты в странах Северной Европы. То есть, что там производят больше всего, вот, об этом, наверное, нам нужно сказать. Кто знает, поднимите руки. Так, хорошо. Тоже несколько человек, но Султанов, попробуй. Производство металлов, транспортных средств, электроники, машин и приборов. Так, какие автомобили из этих стран, может, ты какие-то марки знаешь? Volvo, например. Телефоны, наверное, производят, да? Так, хорошо. Так, у нас еще можем мы ответить на вопросы, конечно, ребята. Но пока остановимся, наверное, да? А то урок у нас на этом и пройдет. Сейчас запишите число сегодняшнее. У нас сегодня 3 апреля. И следующую тему пишем Западная Европа. Западная Европа.